Пейзажи, натюрморты, портреты, работы в разных жанрах на этой стене так и пестрят самыми яркими красками. Внимание невольно приковывает эта картина. Снежный покров, окутавший все вокруг, очень по нраву куратору выставки Асе Евлоевой. Изюминка картины для нее домик, заметенный снегом, но чтобы разглядеть его, нужно отойти чуть подальше. Здесь покров снега, мы здесь видим людей, которые погоняют это животное куда-то. Возможно, это животное где-то потерялось, вот такое ощущение. Но вот этот домик, вот переход от этого холода туда, у меня вот возникают такие ассоциации, что в этом домике наверняка тепло, здесь топится печка. Возможно, наши герои вот представлены из этого домика, и они как бы скорее спешат туда. Кроме картины «Покров» художницы Залозной, в экспозицию вошло еще 18 работ. Калейдоскопом имен выставку назвали неспроста. Сюда вошли творения заслуженных советских и российских художников разных национальностей. Это и картины Нижерадзе, Мягкова, Осиповой, Шакирова, Хомутова, все представители национальных художественных школ СССР. Здесь представлены художники Азербайджана, Дагестана, Армении, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. В общем, все художественные школы, тогда еще очень сильные, которые имели свои уникальные направления, в этой коллекции представлены. Коллекция из 318 работ – это картины и предметы декорационного и декоративно-прикладного искусства. В дар нашему музею передал Государственный музейно-выставочный центр РосИЗО. Созданный еще в 1959 году Минкультом СССР для закупки, хранения и дальнейшего распределения работ по музеям страны. В его фондах представлены коллекции всех направлений искусства. Думаем, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать с РосИЗО, и передача таких фондов, и пополнение наших собраний фондов – это большое событие для нашего народа. Выставка тем и привлекательна, что она наглядно отражает так называемое неофициальное искусство СССР. В 1970-1980-х годах на арену культурной жизни Советского Союза выступила новая плеяда художников, во многом повлиявшая на искусство сегодняшнего дня. Главенствующее направление под названием соцреализм перестало быть актуальным в глазах советских граждан. Это 70-е, 80-е годы, когда официальные художники, которые писали работы свои по заказу, именно заказы, это портреты вождей революции, происходивших, на Великую Отечественную войну, стали творить, делать именно те произведения, о которых они давно хотели, которые тогда им не разрешалось. Переданная музею коллекция произведений живописи в дальнейшем послужит созданию различных экспозиций и выставок. Так что любой посетитель сможет увидеть работы знаменитых мастеров кисти советского и постсоветского периодов. Ну а мне, как посетителю, больше всех нравится именно эта картина. Сразу навевает воспоминания про недавний отдых в горах, и появляется желание туда поехать, оценить выставку. Как и наша съемочная группа, может любой желающий. Продлится она до конца сентября. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.